Имея разрешение о совместительстве от Минздрава Республики Коми, я ежедневно, рискуя жизнью и здоровьем, но, как и любой уважающий себя врач, я не мог остаться в стороне. Осматривал и лечил тяжелых реанимационных ковидных пациентов коллегиально с реаниматологом, заведующим реанимационным отделением, заместителем главного врача по лечебной части, получая стимулирующие выплаты за особые условия труда до 0,5 ставки, о чем свидетельствуют записи в историях болезни. Никогда этого не скрывал, наоборот, даже заявлял в средствах массовой информации. В феврале 2021 года поступил запрос АБЭП Сыктывкара по анонимному обращению, связанному с законностью начисления мне стимулирующих выплат. Мы предоставляли с февраля по май всю информацию по запросу АБЭП. 9 июля 2021 года меня задержали, произвели обыск, снимая все на телефон, отвезли на допрос, угрожая заключением под стражу. В это же время обыск проводился у меня дома. Моих подчиненных допрашивали с пристрастием, рассказывая небылицы про меня, настаивая их подтвердить. Вечером 9 июля меня отпустили. 11 июля мне предъявили обвинение по статье 159, часть 4, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. 1 миллион 82 тысячи рублей. То есть следователи считают, что я похитил то, что по праву мне причиталось, якобы не согласовав с Минздравом, хотя Минздрав подтвердил согласование и продлил мне контракт главного врача во время следствия. Причем посчитали неправильно, с учетом всех выплат получается значительно меньше. Суд избрал мне меру пресечения в виде домашнего ареста. Владимир Владимирович, считаю, что в отношении меня имеется преступный сговор целого ряда лиц, в том числе и высокопоставленных, с целью снятия меня с должности главного врача, дабы не мешало разворовывать бюджетные деньги. Предыдущее руководство за 20 лет буквально развалило всю ЦРБ. Выводились деньги с ЦРБ на частное учреждение здравоохранения Печоры. Неадекватно большие средства тратились на строительство и ремонт. В итоге у предыдущего руководства была просроченная кредиторская задолженность более 150 миллионов рублей за год, а также громкое уголовное дело заместителя главного врача по лекарственному обеспечению Курдюмовой. 9 лет строгого режима получила женщина с двумя несовершеннолетними детьми. Главного врача вынуждены были снять с должности, но она продолжила работать заведующим отделением в больнице. Теперь целая группа лиц, не исключаю, что и правоохранительные органы, потому что следователи, которые ведут мое дело, ранее жили и работали в Печоре и вели дело Курдюмовой. Так вот, эта целая группа лиц использует социальные сети и средства массовой информации, делают все возможное любыми способами убрать меня с должности, опорочить мое честное имя.